В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственного национального Ингушского ФАС России с 1 октября по текущий момент поступило 55 жалоб от участников закупок, из которых 12 разрешены в связи с несоответствием требований федерального закона о контрактной системе, 12 отозваны заявителями, по существу рассмотрено на заседании комиссии 31 жалоба. Из рассмотренных по существу 6 жалоб позданы на действия федеральных заказчиков, либо их комиссии, 1 жалоба на действия муниципалов и 24 жалобы на действия заказчиков Республики Ингушетия и уполномоченный орган Комитет по заказу Республики Ингушетия. Ингушской факте также поступило 2 обращения РМП, это реестр добросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения жалоб по существу и проведения плана проверок выявлено более 30 нарушений со стороны заказчиков федерального закона о контрактной системе. И каждое нарушение – это штраф на специалиста или на министра, на должностных лиц заказчика. Как я сказал, нарушения, конечно, повторяются, и типовыми нарушениями являются части размещения информации в единой информационной системе. Так, заказчиками нарушаются сроки размещения извещения о проведении закупок, сроки размещения информации и документов, связанных с исполнением обязательств по контракту, сроки размещения разъяснений положения закупочной документации. Тут действия со стороны контракта управляющего. Например, если размещается извещение, там иногда сокращаются сроки подачи заявок. Например, если закон установил 7 дней срок подачи заявок, у нас иногда бывает, что сроки сокращены, или там 5 дней установлено, или 4 дня. Данное нарушение, за нарушение именно срока размещения предусмотрен штраф в соответствии с кодексом административного правонарушения в размере 30 тысяч рублей. И вы сами понимаете, если у вас зарплата, мы понимаем, средняя зарплата 15-14 тысяч, получить штраф 30 тысяч, это вам надо работать 2 месяца бесплатно. Также самые такие интересные для заказчиков и которые часто повторяются нарушения. Нарушение порядка отбора участников закупок. Это нарушение является одним из наиболее значимых ввиду того, что влияет на интересы участников закупки напрямую. Обращаем внимание, что за нарушение порядка отбора участников закупки в соответствии с КОАП предусмотрены существенные штрафы на аукционную комиссию заказчика. При этом участники закупки могут обжаловать действия аукционной комиссии и восстановить свои права. Смотрите, если вы как комиссия рассматриваете заявку участников и отклоняете эту заявку, если у вас там сомнения, что действительно данная заявка не соответствует, но есть сомнения, или надо посмотреть практику, или надо допускать участника. Если вы, например, или допустите, или отклоните данного участника, антимонопольный орган рассмотрит жалобу на ваши действия. Там, смотрите, вы получите штраф по 30 тысяч на каждого члена комиссии, если 5 членов, то 150 тысяч. И мы вам дадим предписание, чтобы вы допустили этого участника. Получается, никакого результата, кроме штрафов, который вы должны заплатить должностные лица, которые нарушили, никакого результата это не приведет к никакому результату. Заключение контракта или неправомерное изменение условий, а также заключение контракта с нарушением объявленных условий. Бывает так, что, например, размещен проект контракта аукционной документации. Когда мы проводим проверку, смотрим, проект контракта, сам заказчик вносит изменения самовольно и меняет проект контракта иногда, например, с преимуществом в сторону подрядчика. Если в случае нарушения, таких нарушений также привлекается к административной ответственности, там штраф 50 тысяч. По РМП, к нам в этот квартал поступило, это реестр добросовестных поставщиков, поступило 2 обращения, включение в реестр добросовестных поставщиков. Но мы отказали заказчикам в связи с тем, что со стороны заказчика были нарушен порядок, расторжение одностороннего порядка.
Есть порядок, когда заказчик может расторгнуть контракт, подождать там 10 дней. Если со стороны подрядчика исполнителя не будет в полном объеме исполнен контракт в установленный срок, в эти 10 дней не будут устранены нарушения, то контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке, вы направляете данную организацию, данного исполнителя в антимонопольный орган с приложением всех документов в соответствии с 44 законом для включения в РМП. Но в этом, как я сказал, было 2 обращения, и мы не включили эти организации того, что со стороны заказчика были допущены нарушения по расторжению в одностороннем порядке. Приведу пример, не буду озвучивать заказчика. Заказчик разместил аукцион и указал, что предмет аукциона является капитальный ремонт. И разместил смертную документацию. Выиграл, определили победителя, и когда подрядчик пришел исполнять контракт, он смотрит, и там работы не по капремонту, а по реконструкции или по перевооружению. Соответственно, из-за того, что это влияет на безопасность, это была котельня, на безопасность деятельности именно этой организации, исполнитель отказался от исполнения контракта, так как в соответствии с ПСД именно работы, которые были указаны там, нарушала ПСД, проектную документацию. И не согласившись с этим, заказчик расторг в одностороннем порядке и направил нам. Комиссия, рассмотрев все доводы заказчика, также доводы ответчика, пришла к мнению, что действительно данный аукцион не является капитальным ремонтом, а является перевооружением или реконструкцией. Соответственно, со стороны исполнителя данный контракт был неисполним, и он не мог исполнить данный контракт. И мы отказали заказчику. Хотел бы обратить внимание, когда размещается капремонт, если там нарушается, имеется работа, которая нарушает ПСД, это надо там или вносить изменения в ПСД, или надо убирать эти работы, которые нарушают ПСД. Так как или вы должны писать, что это реконструкция или перевооружение, или должны писать, что убирать эти работы, писать капремонт. Это очень важный момент, потому что если даже потом придет к вам проверка и установит, что исполнитель провел работы с нарушением ПСД, и ПСД именно, например, оборудование, которое там отсутствует, ПСД там установлено нарушение всего этого, то я думаю, там будут вопросы даже у правоохранителей к подрядчику и к заказчику. Также вопросы нарушения статьи 14, это наркорежим. В основном вопросы к медицинским учреждениям, больницам, Министерству здравоохранения, которые закупают лекарственные препараты. Очень много нарушений, когда не устанавливаются ограничения и запреты, которые не допускают иностранных производителей к аукциону. Но у нас, когда мы рассматриваем жалобы, есть нарушения, когда устанавливают излишние требования, когда не надо было устанавливать запреты, ограничения, наши заказчики там злоупотребляют правом. И иногда, когда необходимо устанавливать такие запреты и ограничения, отсутствуют такие требования в составе аукционной документации. Если по 44-му вопрос у вас есть, мы ответим и перейдем к антимонопольному законодательству. Есть у вас по 44-му? Есть. У меня. Надо. Если изменения в ПСД вносятся, то по новой назначению? Смотрите, до размещения аукциона, если вносятся изменения в ПСД, вы повторно проводите госэкспертизу. Не до назначения, уже после назначения. И не имеет права? Нет. Вот. Просто если необходимо внести изменения в ПСД, как я сказал, это не капитальный ремонт, а это реконструкция. И заказчик должен заранее внести изменения, согласовать. Потому что условия уже получаются разные. Да. И заказчик должен внести изменения в ПСД, провести госэкспертизу ПСД повторно. После этого разместить как реконструкцию, а не как ремонт. У меня вопрос.
поводу РНП. Вот если поставщик не своевременно поставляет товар и размещается, допустим, решение об одностороннем отказе, и он поставляет товар, часть товара, не весь товар, ссылается на ограничения в том или ином регионе, которые они установили, связанные с пандемией, что они не успевают исполнить свои обязательства. Что делать дальше? Еще раз. Часть поставили в течение 10 дней после размещения разрешения по одностороннем отказе. Поставил часть. И ссылается на то, что он присылает письмо о том, что установлены ограничения в том регионе, где он работает, допустим, и что делать заказчику данного. А какие ограничения? Нужно определенное время, у них только 2 часа работы, им даются работать, допустим, выходить и там. Ну, ограничения связаны с пандемией. И взять, допустим, регион Чечни. Смотрите, у нас не в нашем регионе, но в соседнем регионе есть такая практика, что участник, который находится в другом регионе, подал заявку и согласился именно в период пандемии, согласился исполнить контракт, там была уборка, но потом написал письмо, что в связи с пандемией не могу выехать. Например, наши коллеги посчитали, что это реестр недобросовестных поставщиков, что он поступил недобросовестно, включили. Нет, смотрите, если действительно есть доказательства, что из-за пандемии, там есть разъяснение факта России, из-за пандемии есть какие-то ограничения, действительно, что он не смог исполнить, но в этом случае факт будет рассматривать как послабление, но может быть мы посчитаем, что действительно это не зависело от самого поставщика. Но если нет никаких ограничений, не то что ограничений, например, из-за того, что он 2 часа только может там выходить, это же не ограничение. Ну, там объем огромный, правда, но поставщики, очень многие поставщики пользуются этим. Потому что они в этом году в основном все поставщики бывают, что нарушают сроки. Бывало, что мы с ними заключали доп. Соглашение, чтобы им включить в реестр недобросовестных. Заключали с ними доп. Попросите доказательства. Действительно, если вы установите, что завтра, например, если придет к вам контрольный орган, и вы сможете доказать, что действительно данный поставщик поступает добросовестно из того, что не зависит от него каких-то последствий, то в этом случае мы не посчитаем, что это нарушение. Но если злоупотреблять пандемией, из того, что у нас сейчас, конечно, тут нельзя этого допускать, так как такие надо расторгать в одностороннем порядке и направлять нам, и антимонопольный орган будет устанавливать, и он будет приносить нам доказательства, и будет доказывать на рассмотрение. Будет ответчик и заявитель. И если антимонопольный орган посчитает, что действительно все случилось из-за того, что там были ограничения, то мы можем не включать. Но вы чуть ранее сказали, что если он в течение 10 дней после размещения решения об одностороннем отказе поставит в полном объеме товар, то решение отменяется, правильно? А если он поставил только часть товара, решение действует? Действует. Если он должен был в этот срок полностью поставить этот товар, но поставил только часть, решение действует. Значит, он не устранил все последствия и нарушения, которые допущены. А в случае, если заказчик не расторг контракт, тогда ссылаясь на то, что он часть, большую часть он поставил, и нарушение заказчика это и устанавливается? Смотрите, если вы не расторгли контракт, у вас получается истек срок контракта. Да. Вы потом не сможете получить от него товар в связи с тем, что у вас истек срок. И не направление, если контрольный орган выявит, что вы не направили, это 50 тысяч в отношении заказчика. Нет, он поставил чуть попозже, мы ему выставили пеню, неустойку выставили. Нет. Все равно считается нарушение. У вас же, получается, акты должен составить после истечения срока, то неправильно. Как вы примете товар по контракту, который уже не действует? Он же просто просрочил срок исполнения, получается. Я поэтому спрашиваю, если истек срок контракта, то это одно. Если истек срок... Срок действия контракта, он же бывает срок исполнения, срок действия контракта. Я поэтому спрашиваю, если истек срок... Действие не истек, исполнение просто истек. То вы выставляете ему пение штрафа, да? Тогда Еще есть вопрос? Я добавлю. В качестве рекомендации просите поставщика предоставить заключение о форс-мажоре, которое предоставляет.
составе форс-мажорной. Выданной торгово-промышленной палаты? Нет. Но в таком случае его собственное заключение не имеет юридической силы. Это должно быть заключение уполномоченной торгово-промышленной палаты, на территории, где он работает, и только в этом случае он может ссылаться на пандемию. Но если вы заключили контракт с ним уже в период действия пандемии, Да. ни одна торгово-промышленная палата ему такого заключения не даст. Потому что форс-мажор, да, действие непреодолимой силы, это по сути действие, которое невозможно было положить или предвидеть. Заключая уже в период пандемии, он Да. уже практически знал, что это остается действие, поэтому ссылаться на пандемию не имеет права юридически. Контракт мы заключили как раз перед пандемией. Перед пандемией, до пандемии, до введения ограничений. То есть он победителем определился именно перед пандемией, где-то с 30 марта. И 6 апреля был заключен контракт. Из-за того, что 27 марта, если не изменяет память, уже действовали первые указы президента страны, который считается уже в период пандемии. Если больше вопросов нет, то перейдем к контролю антимонопольного законодательства. Тоже это наше основное законодательство, которое имеет контроль за следующими субъектами, также за органами власти, органами самоуправления в части ограничения конкуренции, чтобы не ущемлялись права входящих субъектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью. У нас в этом году, в этом квартале рассматривается дело по статье 10 как злоупотребление доминирующим положением со стороны МРСК. В начале года мы уже вынесли решение по одному делу, по 10 статье, это нарушение 442 постановления электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии в отношении ООО СК «Неон». В чем суть нарушения? Просто расскажу не по тезисам законодательства, а так. Приезжают к входящему субъекту, на территорию входящего субъекта приезжают представители СК «Неон», проводят проверку, устанавливают, что прибор учета подвергался к внешнему противодействию, снимает прибор учета, отправляет в экспертизу. Экспертиза также подтверждает есть заключение экспертизы. При составлении акта не дают расписываться, мне даже не уведомляют, и представители данной организации тоже отсутствовал. И дают расписаться в акте какому-то представителю, якобы какому-то представителю, человека, который там находился, отправляет прибор учета на экспертизу. Экспертиза подтверждает, что там было воздействие, сорвана бомба и какая-то компьютерная, также в саму программу вносились изменения и начисляют штраф 24 миллиона. Вы сами понимаете, что для входящего субъекта начисление штрафа 24 миллиона это равносильно просто закрытию, да, потому что если я заплачу 24 миллиона, я должен просто уйти с рынка, а как вы понимаете, НЕОН это большой входящий субъект и занимает большую долю именно на рынке производства асфальта и укладки и строительства дорог. К нам поступило заявление от СК «Неон». Комиссия данное дело рассматривала почти полгода. Нам МРСК со своей стороны представляет доказательства, и со стороны ответчика также были представлены доказательства. И антимонопольный орган принял решение, что имеется нарушение в отношении по МРСК Северного Кавказа в части того, что они нарушили 442 постановление, в котором установлен порядок проведения проверки, также нарушили порядок уведомления, и данное заключение также мы подвергли сомнению, так как там эксперт указывал 2031 год, что были начисления, и вынесли решение, что со стороны МСК это является злоупотреблением доминирующим положением, и вынесли штраф 26 миллионов в отношении МСК.
Данное решение было обжаловано МРСК. Мы в первой инстанции апелляции суд подтвердил законность нашего решения, и сейчас мы судимся по штрафу 26 миллионов. Хотел именно со стороны отметить, что такие нарушения со стороны именно монополистов у нас допускаются очень часто, и у нас также рассматривается еще 2 дела, и которые, я думаю, где были нарушены 442 постановления. И данные дела рассматривать очень трудно, долгие очень судебные процессы, и, как я сказал, огромные штрафы. Например, за это нарушение МРСК получил штраф. И также хочу отметить, что мы выдали предписание, чтобы они аннулировали 24 миллиона, которые было начислено незаконно, и получили штраф 26 миллионов. Это у нас по 10 статье. Дела в отношении органов власти. Я думаю, здесь больше интересно органы власти, потому что здесь у нас собрались органы власти, органы самоуправления. Это статья 17. Возможно 35 дел в отношении Минимущества. Тут у нас какие нарушения? Министерство имущественных отношений при проведении торгов на аренду земельных участков не разместили в соответствии с Земельным кодексом извещение о печатном издании. И антимонопольный орган считает, что неразмещение именно в печатном издании, также нарушением в документации по возвращению задатка является нарушением открытости и прозрачности данной закупки. Мы как понимаем, что не все у нас участники могут пользоваться интернетом. И, соответственно, законодатель указал, что также необходимо размещать печатные издания, чтобы были побольше участников. И когда мы посмотрели, все эти 35 аукционов прошли с единственным поставщиком, единственным участником. Получается, мы считаем, что если, может быть, если заказчик, организатор торговли разместил в печатном издании, участников могло быть больше. И, соответственно, также вынесли решение, что нарушение отношения Министерства имущественных отношений в части открытости, прозрачности проведения этих торгов, которые проводятся на аренду и продажу земельных участков. Хотел бы напомнить, что там за это нарушение предусмотрен штраф по 14,9 и повторное нарушение дисквалификации должностного лица со сроком от 6 месяцев занимаем должность руководящего должности. Поэтому тоже серьезное нарушение. Также в этом году по 15 статье мы выдавали предупреждения, и правительство выдавали, и органы местного самоуправления. Хочу отметить, что все эти предупреждения исполнены в срок, и мы считаем, что нарушения именно по 15 статье допускаются по незнанию. У нас есть уполномоченный орган как вы все знаете, утвержденный есть национальный план развития конкуренции на территории Российской Федерации, указ президента Российской Федерации 618. В соответствии с этим планом необходимо было ввести антимонопольный комплайнс, внутренний контроль по актам, которые издаются органам местного управления, а также органам государственной власти. Но я считаю, что вот эти нарушения 15 статей не допускались бы, если данный внутренний контроль у нас работал бы соответствующим образом. Но когда мы проводим анализ, нам предоставляют информацию, что ни один акт, который издается органам власти, органам местного управления, не проходит внутренний контроль. Мы об этом очень много говорили и говорим во всех публичных обсуждениях, во всех наших мероприятиях. И хотели бы, чтобы вы также довели для своих руководителей, что необходимо определить ответственное лицо у себя, органу власти, органу самоуправления, которое будет специалистом по антимонопольному законодательству. И когда вы издаете акт, например, о продаже земельного участка, или каких-то там преференциях, или преимуществах какому-то хозяйственному субъекту, этот акт должен проходить внутренний контроль вашей организации. Пока данное ответственное лицо не даст заключение,
что тут отсутствует нарушение антимонопольного законодательства, или это может привести к нарушению антимонопольного законодательства, мы рекомендуем главной администрации, министрам, там, должностным лицам, которые принимают такие акты, чтобы они не принимали такие акты, потому что нарушение, смотрите, первое нарушение по 14.9 это штраф от 15 до 50 тысяч. Второе нарушение это уже дисквалификация должностного лица. Мы направляем в суд, чтобы данное лицо было, суд принял решение в отношении данного лица о дисквалификации от 6 месяцев до 3 лет. Поэтому мы хотели, чтобы довели для вашего руководства, что антимонопольный вот этот внутренний контроль, антимонопольный комплайенс, на самом деле он должен работать в каждой организации. И ответственное лицо обязательно дает заключение, что присутствует там или отсутствует нарушение антимонопольного законодательства. Ну, позже я коротко расскажу про Нацбанк, потому что у нас и вот, я думаю, для вас интересно будет, но у нас контроль за федеральным законом о рекламе. В 4 квартале возбуждено одно дело, и у нас большая проблема, как вы знаете, с молодежью, с потреблением каких-то лекарств, которые запрещают или там нарушают психику. И нами было выявлено, что через соцсети распространяется реклама продажи лирик, там, других запрещенных препаратов. И в свободном форме можно было написать, вам там, данное лицо отвечает, говорит, что необходимо, что. И мы посчитали, что это нарушение части 1 статьи 7 Федерального закона о рекламе, распространение рекламы, которая нарушает данный закон, и возбудили дело, запросили номер по WhatsApp, который кому принадлежит, нам оператор предоставил, и в настоящее время возбуждено дело за незаконное распространение рекламы в отношении именно было указано, что продается там препарат Лирика и другие препараты. И в настоящий момент мы рассматриваем отношения рекламного распространителя дела и находится на стадии рассмотрения. И мы обязательно вас известим результат и решение, которое было принято нашим управлением. Дальше также у нас есть дела по СМС-кам. Я не знаю, в нашем регионе очень, мы смотрим ФАС России. ФАС России из того, что шквал вот этих заявлений, обращений со стороны заявителей, не справляясь, направляют по регионам, чтобы территориальные органы рассматривали именно такие нарушения, как СМС-сообщения, когда ваш оператор, вы не дали согласия на получение рекламы. Ну, я думаю, что у нас тоже такие же СМС приходят, там, но жалоб нам от жителей республики не поступало. Вопросы, если есть, мы ответим. Если нет вопросов, озвучу количество административных, я думаю, цифры, просто чтобы завести для вас. В 4 квартале вынесено 63 постановления на общую сумму 1 миллион 514 тысяч. Взыскано на штраф на 1 миллион 616 тысяч. Это, я вам вначале говорил, напоминаю, что все эти штрафы оплачивают должностные лица со своего кармана. Из-за того, что нарушения повторяются и учиться никто не хочет. Если позволите, я хотел бы чуть-чуть отойти от темы и из того, что у нас сегодня присутствует органы власти, органы самоуправления, есть дорожная карта, я не знаю, в курсе или не в курсе, но хотел бы, чтобы также довели до вашего руководства, и здесь еще президент Трудовой промышленной палаты присутствует, также, чтобы до вас тоже довести, что у нас на самом деле, если в курсе, есть дорожная карта, которая утверждена нашим главой республики Ингушетии, и номер 37 РГ.
14 февраля 2020 года. В дорожной карте расписаны мероприятия, которые должны исполнять со стороны органов местного управления и органов власти. Но в основном тут органы власти это Министерство образования, Минздрав. Вот, например, Министерство образования, декабрь 2020 года. Что они должны сделать? Ну, я уверен, что эти мероприятия не исполнены в этом году. Но мы, как орган, который контролирует, и у нас есть уполномоченный орган Министерства экономики, который также в соответствии с нормативным актом уполномочили именно по контролю за исполнением дорожной карты этих мероприятий. Не знаю, что делает Министерство экономики, как они работают и смотрят ли они за исполнением. Ну, например, вот, когда мы спрашиваем, почему исполнить, нам говорят, как вы говорите, пандемия, коронавирус, год пропал, никто не работает, но если есть нормативный акт, который поможет нашим предпринимателям именно когда действительно пандемия, когда сложные времена для бизнеса, но если, например, орган власти не исполняется с своей стороны, понятно, что бизнес у нас не будет развиваться. Например, Минздрав. Разработка программы мероприятий по созданию новых мест организаций, это услуги дошкольного образования, включая негосударственные организации, также мест в группах кратковременного пребывания детей. Вот, необходимо было разработать до декабря 2020 года. Я думаю, Минобр даже не в курсе, что это надо было делать. Разработка учебных программ, повышение квалификации, профессиональной переподготовки руководителей и педагогов частных дошкольных организаций. Тоже абсолютно исполнение ноль. Минздрав должен был создать разработку системы оценки качества предоставляемых медицинских услуг в аптечных сетях. Абсолютно ноль исполнения. Создание единого республиканского сайта лекарственных препаратов, в том числе и мобильного приложения. Тоже, я думаю, упрощение системы получения лицензии то же самое должен сделать. Я думаю, если Минздрав упростить получение, ну там, создать единое окно, там, не знаю, как-то упростить получение лицензии, что у нас бизнес получит какие-то преимущества, и когда ты упрощаешь и убираешь административные барьеры, бизнес идет получать лицензию или там, ну, почему-то мы как-то вообще не настроены на поддержку бизнеса. На самом деле, ладно, то, что мы сегодня рассказываем, там, доклад, 44-й закон, это бюджетные деньги. Но мы все понимаем, что если мы не будем развивать малый и средний бизнес, то все эти бюджетные деньги, все это, ну, за бюджетные деньги мы никогда не выйдем. Если посмотрите, на самом деле, я всегда ставлю пример Татарстан. Очень интересный регион. Вот, я нашим органам власти, нашим специалистам всегда говорю, когда они говорят, что мы не знаем, что делать, ну, возьмите пример, там, не знаю, практику с Татарстана. У них очень интересные, инновационные какие-то идеи. Ну, я думаю, как-то наши специалисты, министры, там, должностные лица, наверное, боятся, что инициатива наказуема, и никто не хочет свою инициативу, поэтому наш бизнес умирает. И когда вот, наш Радмила собирала неделю назад, да, вот, когда мы собирались, весь бизнес жаловался, что мы не знали, что есть вот такая поддержка, что есть вот такая поддержка, что нас Министерство экономики, ни органы власти, ни органы местного управления не собирают нас, там, не доводят до нас, нету, не там. Я не знаю, трудно создать какой-то единый портал для бизнеса республики и все нормативные акты там разместить и всю там и подписать вот эти. Когда нам надо, например, в Инстаграме кого-то подписать, мы там, чтобы лайки собирать, мы подписываем всех там до 10 тысяч, до 100 тысяч, мы можем подписать вот эти, собрать этих подписчиков. Но создать такой портал, сделать наш бизнес, и чтобы они подписались, чтобы им приходила вот эта лента,
чтобы они видели, что, например, Минэкономики принимает такой нормативный акт, который там дает возможность бизнесу платить 1% имущественного налога. Или там какой-то там, что есть какой-то инвестиционный паспорт, который создал, ну, там, разработал муниципальный орган, где земельные участки, которые находятся, ну, там, в перспективных там, для бизнеса интересном месте, что они будут там, если, например, он построит там какой-то инновационный центр, ему будет там, не знаю, или он не должен будет там платить налоги, или там ему будет как-то предоставлены льготы, преференции. Просто удивляет, что вот вообще никто не хочет поддерживать бизнес. И все говорят, что у нас бизнес теневой, там, налоги никто не платит. Конечно, когда бизнес выживает. И вот я знаю, что у нас в республике половина вот этих ресторанов, кафе, магазинов, они закрываются. Потому что уже покупательная способность у людей очень низкая. И, конечно, платить аренду, готовить все это, потом все это выбрасывать, это большие расходы. Хотел бы спросить, вот у нас есть представитель экономики по исполнению дорожной карты. На какой стадии у нас просто, когда мы... Не все органы отчитались еще. Мы один раз делали запрос, не все отчитались. Отчитались в основном есть отчеты от органов местного самоуправления, от органов исполнительной власти практически нет. Но сегодня подготовим проект поручения от председателя уже, и чтобы они в обязательном порядке представили о проделанной работе. А в случае неисполнения какие меры примете в Но это отношении? уже будет на усмотрение председателя правительства. Просто Точнее сказать, мы вам вот направим, я хотел вот, уже отправите в ФАС. почему всегда говорим о национальном плане? Это национальный план, смотрите, это ФАС добился того, что через Госдуму мы протащили проект по ликвидации ГУПа МУПа. Мы все понимаем, что ГУПы и МУПы это просто выведение денег или там, не знаю, или просто убыточные предприятия, по которым всегда их субсидируют, но они никогда на плюс не уходят и всегда не рентабельны. И из-за того, что они занимают, например, на рынке, на товарных рынках нашей там, экономики, занимают там огромную долю, ФАС протащил этот проект через Госдуму, и до 25-го необходимо ликвидировать все ГУПы, МУПы. Но когда мы, Министерство экономики и органы власти попросили проекты, мы единственный регион, как нам ФАС сказал, который не представил проект по ликвидации ГУПа МУПа. Он еще на согласовании находится. Вы еще не все согласовали. Все регионы России представили, и самое интересное, когда мы получили проект от Минимущества, там, по-моему, из 40 ГУПов было указано, что ликвидируют, по-моему, 2 ГУПа хотели мы ликвидировать. Все остальные ГУПы у нас на преобразование по непонятно, зачем именно оставлять эти ГУПы, которые занимают рынок. Но смотрите, преобразование, понятно, что пускай, но это большие затраты для республики. Там же затраты идут, там же, если государство будет преобразовывать, это затраты для республики. Они уже там, 10 лет показывают отрицательный баланс. Надо просто ликвидировать это, потому что до 25 года мы и так обязаны ликвидировать. По поводу сайта, представитель Минэкономразвития здесь есть, сайт действительно есть, комитет портала Министерства экономики ответственно за ведение этого сайта. Какая-то информация там есть, не вся, не так, как хотелось. Наш бизнес знает, вот, например, К сожалению, да, вот, не зная бизнес, надо подумать, как донести. Когда мы встречались, да, мы слышали много упреков от бизнеса, что они не проинформированы, какой-то информационный вакуум, они не знают о тех мерах. На вопрос, как бы они хотели, чтобы мы доносили, да, это соцсети, это какие-то сайты. И
или какой-то определенный сайт? Мы пока ответим. Ну, вот есть, например, Инстаграм, да? Ну, у каждого бизнеса есть своя страничка. Ну, у кого нет, пускай создаст. И там, как мы понимаем, когда появляется там новость или высвечивается в ленте там, первая вот эта новость. Ну, здесь не всегда так. Например, вот эти информационные каналы, которые у нас есть, они не всегда хотят такую информацию публиковать. Нет, мы же можем создать, например, в экономике может создать свой... В экономике есть, но это такая сложная штука, которую надо раскручивать. Тут речь идет совсем о другом. Я вот сейчас записал себе, это, скорее всего, надо будет как бы на уровне правительства, наверное, все-таки сделать, чтобы сделали, допустим, страничку, чисто там, называть там, нормативы, правовые акты там, для бизнеса. И туда вот чисто, начиная от Конституции, все нормативы туда закидывать. Ну, я думаю, понятно, что если есть, например, приложение Instagram, там можно просто разместить, что издан такой акт и сделать ссылку, его может туда перейти. Это же удобно. Сейчас же, не знаю, информационная открытость, у нас есть соцсети, WhatsApp, все есть для бизнеса, чтобы доводить до бизнеса. И я понимаю, что доводить до бизнеса, если у нас есть информация, вот то, что в этом году вот, сделано в экономике, то у нас есть белая и черная книга. У нас очень много информации для черной книги, но нет информации для белой книги. Белая книга включается на все мероприятия, которые регион сам придумал для бизнеса и реализовал в течение года. Вот мы в Минэкономике запросили, нам представили, что из-за пандемии 4 месяца сокращения налогов, и на самом деле это не сам регион придумал, или там не в поддержку бизнеса. Если не было пандемии, получается, мы это все не сделали. Не знаю, как-то мы на самом деле пытаемся, чтобы наш бизнес поддержать, но никому это не интересно. Потому что создание среднего, малого среднего бизнеса, на этом стоит вся экономика мира. Если посмотрите развитые страны, там вот этих монополистов практически нет. Есть малый и средний бизнес, который действительно помогает экономике и платит налоги. Я слушал, да. Если у вас вопросы есть, в любое время, знаете, где мы находимся, специально, что зал. Вот этот перечень нарушений насчет дорожной карты по комплайенсу, что в рамках комплайенса сделано. Мне многие прислали отчеты, что, ну, помните, когда это все начиналось, они все должны были представить запросы, чтобы уточнить, сколько там за 3 года было нарушений. Мне просто очень многие писали, что у них ФАС нарушений не выявил. То есть последние 3 года ФАС нарушений нет. Соответственно, сейчас ты озвучиваешь там в этом органе власти нарушения, в этом органе власти. Вот этот перечень нарушений и органов исполнительной власти, как нарушений, он в свободном доступе есть или все-таки... Если вы нам направите запрос, мы вам это можно так запросить? в виде реестра полностью разложим все нарушения в течение 3 лет, которые допускали наши органы власти, и вам представим. Там, смотрите, как я озвучил, например, в 2020 году будет 35 нарушений со стороны министра. И это, как вы считаете, это надо включать, например, есть в комплайенсе, есть карта риска. Есть. И Минимусто, я думаю, исходя из того, что возбуждено 35 дел рассмотрено и признаны нарушения, они должны включить это в карту риска, именно проведение торгов по аренде там, или реализации продажи земельных участков. Но они этого не сделали, и эта карта риска нет, вы это прекрасно знаете. Поэтому вся эта информация не проходит через ответственное лицо, и ответственного лица тоже нет. Допускается нарушение, да, 35 нарушений, все оштрафовали, оплатили штраф, дальше то же самое. И поэтому глава говорит, первый вопрос, который задал глава, это повторяются ли нарушения со стороны должностных лиц. Конечно, повторяются, и учиться никто не хочет. На самом деле это очень интересно. Мы каждый 14 раз проводим публичное обсуждение, 4-й раз доводим, что типичное нарушение такие. Типичное нарушение, которые у нас 500 административных штрафов за этот год. Наложены штрафы почти, если не считать антимонопольным законодательством, больше 30 миллионов.
знаю. И самое интересное, мы их направляем судебным приставам, и у всех денег нет, но учиться никто не хочет. Я думаю, за их 30 тысяч, которые вы заплатите, вы, если прошли бы повышение квалификации, то такие нарушения не допускали. Ну, Кстати, насчет повышения квалификации, на базе нашего государства можно провести по этому направлению повышения квалификации? по 44-му и по какому? По 44-му, по 43-му. Именно по антимонопольному законодательству. По антимонопольному законодательству, если по комплайнсу, если смотреть, и по нарушению антимонопольного законодательства, по-моему, у нас учебно-методический центр Казань, ФАС России. Там очень большие лекции, и, по-моему, 2 дня или 3 дня проходит курс обучения. Но я думаю, можно и дистанционно посмотреть. Они это финансово затратны. Но дистанционно можно Даже пройти? дистанционные затраты. Это 12,5 тысяч на человека. Ну, это затратно, когда одно нарушение наказывается от 15 до 50 тысяч, 12,5 тысяч, вы думаете, это затратно? Это нарушение, например, смотрите, 3-4 нарушения по 15 тысяч. Это затратно? Все равно. И самое интересное, это влияет на рейтинг республики. Когда мы направляем Центральный ФАС России, они отчитываются, что количество нарушений по нас плану должно быть снижено в 2,5 раза. А на базе имущества государства нельзя или их пригласить, или силами ФАС примерно сделать? Ну, в следующем году постараемся, если будет интересно, пускай со стороны Минэкономики, ну, если будет интересно, направить на предложение, мы согласуем с ФАС России и организуем на базе нашего Минэкономического комитета. Будут лекции по нарушению, по комплайнсу. Думаю, даже можно вебинар онлайн провести. Да. Если у нас эпидемия слов, будет, если благоприятно, то... Абсолютно ничего. Буквально недавно у нас было повышение квалификации на базе государственного университета. Собиралось по 30-40 человек. Повышение квалификации проходили. Зал у них позволяет рассадить даже не то, что через 1,5 метра, а на расстоянии 5 метров друг от друга. Хорошо, тогда не будем задерживать. Я слушаю, это